Вот, но вопрос в другом, что вот один из скрепов, с которыми революция и война меня уничтожила, мой личный скреп, да, это отношение к чеченцам. И я должен об этом сказать четко и недвусмысленно, что вот до событий Майдана, до событий войны, до того, что я пересекся лицом к лицу в бою с чеченскими ребятами, мое представление базировалось на советской, российской пропаганде, которая показывала там Шамиль Басаева, Беслан и же с ними, бандиты, сволочи, да. Все террористы и негодяи. Вот. Пока я не пересекся с ребятами из чеченского батальона, вот, которые... У меня был шок абсолютно, да, от ребят, которые, ну вот для меня, для израильтянина, мусульманский террорист, грубо говоря, да, вот ребята, которые... С одной стороны нацики, с другой стороны исламские террористы, да, абсолютно. Бедные, ты в окружении постоянно. Я сталкиваюсь с людьми, которые не ругаются матом, которые молятся, честно молятся 5 раз в день. Ну, вот так, как достойно уважения на поле боя, вне зависимости. Не бухают. Не бухают ничего, не ругаются матом, как я сказал, да, и ведут себя с уважением абсолютнейшим, да, так сказать, не малодушные. Если момент, ты смолодушнишь с ними, то тебе, конечно, единственный момент, который меня немножко они вот не отличались своей особой такой вот жестокостью в конкретных действиях. Мы когда обсуждали там различные планы, они там все достаточно четко. То есть мы искали уничтожить технику, не искали уничтожить там средства там связи, управления, а чеченцы. И я не выдержал, как спросил у одного из них, говорю, слушай, а вот скажи, я прошу прощения, а зачем тебе нужны вот уничтоженные враги вот так? Потому что я не стремился к кровожадности, так я считал, что я такой более гуманный, да. Я на всю жизнь запомнил его, он посмотрел на меня, развернул лицо, такой горделивый, как кавказский профиль. Он сказал мне, они убили всю мою семью. И когда он это сказал, у меня пробежал мороз по коже. Я думаю, что если не приведи Господь, такое произошло со мной, я был бы хуже, чем этот воин. Ну, у них есть такая вещь, что они, что я называю, настоящие воины. Они знают, когда взять оружие, они также знают, когда его надо положить. Но когда они его берут, то на их пути лучше не стоять. Это да. Это очень сильно изменило мое представление и о людях, и о Чечне в целом, и о исламском терроризме, которому мы эти люди стали моими боевыми товарищами, да. И могу сказать, как человек, соблюдающий свои религиозные законы, могу сказать, что эти люди разделяли со мной трапезу, потому что как бы вот я ем кошерное, они едят халаль, но они ели мою еду совершенно спокойно. И это тоже не могло не объединять. И снова-таки вот то, чем я пришел в эту войну, оно изменилось, вот этот стереотип, он изменился благодаря таким вот неординарным действиям. Да, к сожалению, война рушит очень много людей, она их раздавливает, делает их... Или созидает. Да, они теряют человечность, или наоборот, люди осознают ценность жизни, ценность дружбы, ценность всего. Когда в 1944 году чеченцев выселяли, 23 февраля раввин Грозного сказал, что евреи должны сохранить имущество чеченское, когда чеченцы вернутся, и ингуши. И все, конечно, не верили, что они когда-нибудь вернутся, потому что их посылали, то же самое, как евреев. Никто не верил, что евреи какие-нибудь вернутся, потому что их, в принципе, посылали на убой. Сохранить их имущество и вернуть, когда они вернутся. Их убили 300 тысяч в 90-е. Их не так много, да. Это геноцид у них идет вот сотни лет. Российский фашизм этих людей уничтожил практически... А те, кто будет их грабить, и те, кто будет использует их несчастье, то будут прокляты в 7-м колене. Я, как представитель тоже геноцидного народа, я хочу сказать, что я не раввин, я простой солдат. Но я тоже призываю, что мы должны поддерживать чеченский народ сегодня в их борьбе за независимость. Они оказались вот как раз прям
в середине, и их мало. Это, И они приехали поддержать нас, поддержать, они да. приезжали добровольцами из благополучных стран в виде Франции Я там, знаю до или сих пор, Австрии, да, они за но- свои деньги приезжали Да. добровольцем, а здесь местные власти с ними боролись тоже, Да, таким образом. с ними тоже Известная, нечестно известная героиня Амина, Да. покойная Акуева. Это люди, которые не щадили своего живота, не щадили, не боялись военных действий, где они выступали за независимость нашей страны и отдавали свои жизни и головы за нашу страну, за Украину. Да. Вот, и это такой интернациональный контингент в лучших традициях. Честь и слава. Честь и им, слава им, всем, кто